У меня вот уточняющий вопрос к Андрею. Получается, как бы, либо мне послышалось, либо я немножко неправильно поняла. Вот вы сказали о том, что продолжается геноцид, да, вот уже будет третий геноцид, и это будет продолжаться до тех пор, пока вы не восстановите государственность. Каким образом вы ее будете восстанавливать и как вы будете бороться против геноцида? Спасибо. Геноцид, я уже говорил о том, что не будет государственности. Так? Государство — это значит народ опущен на уровень граждан, а как национальность его не признают. Вот это уже геноцид. А то, что если будет государственность, а мы многого не требуем, я уже много раз здесь говорил, тем более я помню вас, о том, что мы много не требуем. И это закон Украина уже подписала в 1989 году, депутаты Верховной Рады Украины тоже участвовали в принятии о снятии тех законов о вольных объединенных крымстатар. Тоже подписали, правильно? Там говорилось о том, что восстановить то, что было в Крымскую республику. И тогда был два языка государственных. И тогда не то, что... Крымско-татарская республика? Нет, он назывался Крымской республикой. Фактически уже, если он правильно назвался Крымской республикой, потому что мы не татары, мы крымцы. Крымское ханство было, а не крымско-татарское ханство. Это уже другой вопрос. Поэтому это правильно был. Крымская автономная социалистическая республика. Два государственных языка был. Крымский, татарский и русский. Так как крымско-татары коренной народ, а он входил в состав Российской Федерации как государство, государственный язык был русским. Правильно. И все жили мирно, не надо велосипед придумывать. Ведь спросите старожилов, вот недавно по телевидению даже показывали. Русские говорили на крымско-татарском языке, крымско-татары говорили на русском. То есть, как хотят говорят. Дело производства проводилось и на русском языке, и на крымско-татарском языке. Было равноправие. Где-то около 40% депутатов Крыма были крымские татары, не более. Около 40% где-то. 35-38, я не знаю, точно сейчас не могу сказать. В высших руководствах были крымские татары тоже. Вели Ибраимов, там другие. Можно очень много примеров привести. Если вот это на законодательном основе не будет народ защищен, то как сегодня будет происходить? Там убили кого-то, ну убивайте русских, евреев, я не знаю, всех, бывает такое. Но когда нас касается, вот сейчас пример вам, можно 1000 примеров привести, ничего не может добиться. Ничего. Ни школы, ни того, ни другого. А кто нас защищает в Верховном Совете? В Верховном Совете здесь есть 5 или 6 депутатов. Они не депутаты крымско-татарского народа, они депутаты от партии. Они по национальным округам не избирались. Да, они крымские татары. Их там меньшинство. А было бы их человек 30 там, 40, мы не говорим, давайте нам 60%. Поэтому мы говорим, реабилитация как раз и подходит. То они бы могли бы защитить права крымско-татарского народа, добиться тех же зданий, какие надо, тех же прекращений вандализма на кладбищах, можно перечислять очень много. Чтобы не строили на наших костях дедов, прадедов туалеты. Вопрос стоит жизни и смерти народа, как нации, я имею в виду, а не как граждан. А как граждан тоже так же будет. Язык потерялся уже, в Красную книгу, говорит, вошел. Кто знает журналистов? Наш язык. Если в моем возрасте я не знаю свой язык, литературный язык, как я могу обучать своих детей, там, внуков? А если они уже не знают, даже вот пример привел вам, может много говорю я, 4 человека вышли, один говорит на украинском языке, другие говорят на русском языке, и требуют у народа, чтобы они говорили на крымско-татарском языке. Какой абсурд! Вот если я ответил на ваш вопрос, государственность мы имеем в виду, чтобы гарантированное представительство было в Верховном Совете Крыма. Национальную квоту? Нет, я сейчас постараюсь. Сейчас. Можно и так понимать. Квоту, да. Допустим, крымские татары избрали, был же пример, 14 депутатов в 93 году избирали. Они начали в 94 году работать. Это был квота. От крымских татар 14 депутатов. Вот квотный коренному народу столько депутатов, чтобы не могли принимать большинством какие-то антикрымско-татарские
вопросы, там, законодательные акты. Все, остальное русских армия, я не знаю, пускай большинство будет их. Мы же не требуем, что вот Крым, мы должны, только мы, пользоваться земельными ресурсами, то да, давайте по-братски жить. Ну, жили, я не буду повторяться, уже много говорить. Был опыт, есть оно. И на законодательном основе Украина обязана это делать. Всего лишь. Ну, извините, вот приходится, конечно, говорить, виноваты наши чиновники, наши журналисты. Этот геноцид проводит, это руками наших проводит. Руководителями Меджлиса, он сидит, наверное, не буду говорить, уже говорили тут, ничего не делает, только бизнесом занимается. Мы виноваты сами, большинство. Не ставим вопрос, как надо, когда уже мы съездили и верховным депутатам, 450 депутатам раздали свои обращения, видение решения вопроса. Вы знаете, сколько депутатов уже поддержали нас? Вот, приезжайте, мы вас поддержим. Спасибо вам, что вы не сидите, работаете. Сайт откройте, вот, Меллепурта, и там, даже Томенко, еще много, Корж. Уже поддержит Верховной Рады. А если уже говорит наш падишах, сидит и убегает. И вопрос поднимает. А депортируют граждан. Нашими руками убивают нас, проводят геноцид. Вот что такое руководительный лист. Ну, просто эмоционально, поэтому нет. Вы извините, я, как чиновник, могу сказать. Вы знаете, оказывается, вот в Коми АССР, в России, да, автономная республика, Коми АССР. Здесь. Она тоже там автономная республика Коми. 7% коренного народа. Что-то кому-то дискомфортно там жить. Вы знаете примеры? Нет. Ну, там полномочия просто даны коренному народу. Там символика, флаг висит, там, я не знаю, еще что-то. Оно не задевает ни русских, ни казанских татар, которые там проживают, их большинство. То есть они пользуются теми же ресурсами, также ходят на работу. Ничего в этом страшного нет. В нас сидит некая идеология. От того, что мы в пустой автономии с вами живем, в которой сами не хозяева. В общем, я так поняла, это поэтапно, да? Сначала вы Конечно. увеличили национальную квоту, а потом, когда крымские татары Нет, пришли к власти, вы они знаете, расширят полномочия автономии. только при совместном подходе к этому вопросу договориться возможно. Хотите, через партию выдвигайте крымских татар, нормальных, здравомыслящих, адекватных, которые будут отвечать всем, ну, будем говорить, профессиональным требованиям этого статуса депутата. По-разному. Тут можно квотировать, можно через партии, можно через мажоритарку, как угодно. Но сделать такой процент, чтобы он мог, когда трогаются национальные какие-то вещи, адекватно реагировать. Все, больше ничего. А как вы думаете, на этих выборах что-то вы сможете? Ой, ну, в нашей стране прогнозируют это. Я не знаю. Там большие споры идут. Регионалы якобы хотят внести какие-то изменения в закон. Пока рано говорить об этом. Что будет на этих выборах? Моя фамилия Халилов. Представьте меня как, ну, будем говорить, инициативный, или глава инициативной группы. Халилов Рустем Изатович. Прогнозировать сейчас ни вам, ни себе не советую, что будет там на выборах. Пожалуй, увидим. Спасибо. Если нет вопросов.